Говорят, что жизнь в театре – это всего лишь один сезон, а сезон – это целая жизнь. А если эта жизнь проживается практически со всеми членами семьи, то это вообще что-то невообразимое. Так, к примеру, произошло с нашей сегодняшней героиней, артисткой театра юного зрителя города Алдана Ариной Гузман. И она сама, и ее муж, и ее мама, и даже несколько других ее родственников принадлежат миру искусства. Для них театр – это все. Они не просто живут им, они отдают зрителям частичку себя и своего сердца. Какого хорошего принцессу похитили? Ты Вик! Моя школа! Так значит, тебя Трик зовут? Значит, Трик, Ласка. А меня Милослава. Какое красивое имя. И у тебя оригинальное. Как-то все связано с театром у всех, да? Это вообще удивительно. Просто. Говорят, что для детей нужно играть так же, как для взрослых, только еще лучше. Наверное, так оно и есть на самом деле, ведь дети – самые искренние эмоциональные зрители. А если они еще и твои собственные дети, то здесь они будут еще и самыми честными. Они постоянно ходят в театр на премьеры спектаклей, постоянно и со школы ходят тоже, они все смотрят. Мы их спрашиваем, там, допустим, кто больше понравился, там. Ну, Марк, он так, коротко он у нас все равно как бы не очень в творчестве. А Лев, он более раскрыто. Более там, мне вот понравился ты, а мне понравился, как вы там песни пели, а мне там вот это понравилось. Ну, вот он как-то более так вот говорит, излагает свои впечатления. Она работает в таком заведении под названием ТЮЗ. Это театр юного зрителя в переводе. Она очень много там работает, много спектаклей там отыграла, много было запоминающих. Мне некоторые понравились. Например, там кошки-мышки были. Коза Дереза там была маленькая премьера. Морская царевна. Рожь, пшеница, колотки. Пусть от этой песни звонкой птицы радостно поют, и ромашки желтоокие здесь повсюду расцветут. Пусть от этой песни этой звонкой птицы радостно поют. И ромашки желтоокие здесь повсюду расцветут. Рожь, Пшеница. Играет, хорошо играет, самое главное. Театр для меня – это хорошее выступление, актеры, хорошие постановки, тексты, песни там, движения разные. Вот для меня это настоящий театр. Вроде как говорит, что хотел бы там актером и режиссером даже быть. Это пока на данный момент, да. В детстве я много хотел кем стать. Сначала я хотел стать врачом, стоматологом, но потом что-то я проявился к музыке разной, и потом как-то срослось, что я хочу стать как папа режиссером, а потом как мама актером. Какие мне, наверное, в основном, роли достаются, если вот так вот говорить, то выбирают, скорее всего, острохарактерные и в основном отрицательные персонажи. Это прямо мое. То есть всякие там злодейки, какое-то вот что-то такое, вот все такое, это я. Да, это я люблю очень. Ну что, добилась своего? Добилась!
Алло, слышишь меня? Блин. Что теперь делать, а? Катя, ты еще дура набитая. Потому что энергетика прямо очень сильная у меня. И играть какую-то, допустим, Аленушку или Настеньку мне будет очень тяжело, мне кажется. Но хотя эта роль будет на сопротивление, и ну вот режиссеры как-то еще пока, наверное, не пришли к этому. Все равно вот им нужно, чтобы вот выходила какая-то мощь на сцену, и вот это вот не буду, не хочу, это вот, ну вот это я. Дети Арины привыкли видеть маму на сцене. Впрочем, и сама она росла в храме искусства и все свое детство провела за кулисами. Ведь ее мама, Светлана Владимировна Винниченко, тоже актриса. Мама, получается, у меня тоже творческая личность, как и я. Мама актриса театра драмы, Серовского театра драмы имени Антона Павловича Чехова. Мама вообще родом у меня из города Екатеринбурга. Она окончила Екатеринбургское музыкальное училище по классу аккордеона и, получается, по образованию, по первому, она педагог. Окончив училище, маму отправили в Серов по распределению, и она там стала работать в хоровой студии «Гайдаровцы». Нужно было отработать положенные 3 года, значит, мама там работала и параллельно ходила в Народный театр при ДК. И при этом же ДК у нас был, получается, театр драмы. Маму там заметили, пригласили в театр, но пригласили как? Ее взяли в качестве сначала в качестве звукорежиссера, потом ее немножко повысили, и она стала помощником режиссера. Вот, потом уже стала выступать немножко на сцене. И в 1988 году маму взяли в основной актерский состав в театр. И, получается, она поработала, и в 89-м рождаюсь я. Росла я спокойным ребенком, поэтому мама со мной не знала бед. Я стала театральным ребенком с 3 месяцев. Со мной сидели, наверное, пока мама там репетировала или играла на сцене, со мной сидели цеха, да, или, ну, все, кто свободные. В общем, ну, вот так, это же семья, вот, пожалуйста. Мне очень нравилось ходить к маме на работу, потому что там было очень интересно для меня. Я шла, начинала я с костюмерного цеха. Костюмерный или пошивочный цех. Это прямо моя любовная любовь. Я туда приходила, вот там целое большое такое помещение, кронштейны, висят костюмы, это все в моем распоряжении. Я спрашивала, естественно, можно я пойду там поиграю? Я говорю, конечно. Я заходила, выбирала любое понравившееся мне платье, на себя надевала и играла. Тем более мама говорила, что ты знала, ну, много спектаклей наизусть, сидя за кулисами, потому что, ну, я же еще сидела за кулисами, ждала, пока мама там что-то закончит. Естественно, это все одно и то же говорят, я уже выучила текст за всеми, я приходила в костюмерный цех и начинала играть спектакль, брала какое-нибудь платье, тут же стоял стеллаж туфли женские, мужские, в общем, начинала играть. Поиграв, я все складывала на место и шла в гримерный цех. А там парики, шиньоны, накладные косы натуральные. И это все так можно померить, все потрогать. И я просила, чтобы мне заплетали натуральную косу, вплетали. И шла, вот я такая была с длинной косой, с русской, шла по театру, такая вот вся. Вот посмотрите, у меня какие волосы. Все такие, боже мой, Арина, как тебе идет. Дальше я шла в реквизиторский цех. Там есть такие штуки, которых, естественно, дома нет. Меня просто теряли. Ну, как бы я занималась, все на виду, но я никого не трогала. Потом мама встретила моего, получается, отчима, отца, ну, я его называю папой. Папа родом из Перми. Он приехал, получается, тоже его позвали, видать, режиссер где-то там ездил. Там есть такая фишка в театрах, режиссеры ездят, главные режиссеры отсматривают и зовут к себе в театр. И вот папу позвали, мама его встречает, они там знакомятся. Их отправляют, и вот в какой-то перед
началом какого-то нового театрального сезона, значит, их понаехало очень много, ну, из разных городов. Их отправляют целевым курсом в институт, Пермский государственный институт культуры и искусств. Ну, едут поступать на высшее образование. Артист театра, драмы, кино. Возвращаются, начинают с мамой все жить. И в 96-м появляется у меня брат. Брат Паша, у нас разница сейчас 7 лет. А я иду в 1 класс. В школе я была обыкновенным ребенком, не активистом, несмотря на то, что семья была такая творческая, но почему-то ни на каких конкурсах я не участвовала. То есть и даже учителя мне как-то не намекали, ничего. Вот вообще, то есть никуда. И как-то вот театр, вот если он в детстве было его очень много, потому что я ходила к маме на работу, все время мама была занята, то после рождения брата, получается, как-то он из моей жизни начал уходить, потому что все легло на меня, мама с папой работают, и вечерние репетиции, и где-то они вообще еще и уезжали там на какие-то фестивали, бабушка, правда, к нам приезжала, но все равно. Как бы я вот в основном с братом была. Так, посвящая всю себя любимому брату, прошло 10 школьных лет, и настало время выбирать профессию. Казалось бы, выбор был очевиден, но не тут-то было. И меня там где-то спрашивали, ну что, будешь как мама актриса? Я говорила, нет, я не буду как мама. То есть не буду. То есть я решила, что я не буду актрисой, потому что я видела, что мама без конца занята, ее нет дома. И я говорила, не-не-не, я не буду актрисой, потому что не-не. И мама меня спрашивает, ну что, куда будешь поступать? А тогда было модно, мне кажется, не знаю, менеджер какая-то вот была, профессия была, что-то все на менеджера шли. Я говорю, я на менеджера пойду. И я иду, я поступаю в нашем городе, в этот институт. Иду на первую сессию, прихожу, начинается лекция. И женщина, которая преподавала нам ее, она говорит какие-то абсолютно незнакомые мне слова. Я понимаю, что, все, это не мое. Я иду, забираю документы, и мама мне такая говорит, мне лодыри в семье не нужны. Либо ты учишься, либо работаешь. И я иду, устраиваюсь продавцом в торговый центр на детскую одежду. Приношу маме вот эти вот, как говорится, кот наплакал, вот эти деньги, кладу на стол. Так посмотрела. Они потом пошли что-то с папой, видать, посовещались, и через 2 дня мама мне предлагает, пойдем к нам в театр работать. Я говорю, а кем? Она говорит, будешь костюмером, одевальщицей. Я прихожу устраиваться, значит, девочки мне все объясняют, в чем заключается моя работа. Она тоже была достаточно такая интересная, что я ответственная за все костюмы, которые одевают актеры. Было достаточно тоже интересно. И тут я начала снова влюбляться в театр. Проходит мой первый театральный сезон, и я понимаю, что я хочу стоять на этой сцене, также хочу работать, также вот хочу. Папа мне тогда сказал, давай тогда готовиться. Это было очень сложно. Я была ребенком, получается, никуда не ходившим. То есть я не ходила ни в театральные студии, у меня нет музыкального образования, ничего не было. Вот я просто родилась в театральной семье и воспитывалась в театре, и все, это было все. Но там нужно было, значит, выучить басню, прозу, монолог, стихотворение, потом нужно было спеть под фортепиано и станцевать еще. Это вот был творческий конкурс, только первый этап, то есть там еще есть 2-й, 3-й. Мы готовимся, и все, и наступает лето, я еду и проваливаю. Я не поступаю, у меня были слезы, вообще я приехала, просто вот с такими глазами большими, и вот я себя такой мышью серой почувствовала, и мне так стало там страшно. Естественно, я вышла, как каштанка, стою, трясусь. В следующий весь театральный сезон я тоже, значит, готовилась, и я еду 2-й раз туда поступать. Папа Арины, театральный режиссер Александр Иванович Гаинцев, также переживал за поступление дочери, поэтому он не только поддерживал ее, но и всегда сопровождал на экзаменах. Однако судьбе было угодно сделать все по-своему. Арина вновь не проходит вступительные прослушивания. Я приезжаю, такая думаю, все, наверное, костюмером быть, наверное, мне вот суждено всю жизнь. И папа предлагает уже пробоваться на заочное отделение. Мы готовим другую программу, какую-то более серьезную должна быть, потому что заочники это уже считаются подготовленные, просто вот артисты уже готовые.
им только немножечко вот как бы дают, да, вот это все, и они уже выходят уже полноценные. Папа поехал со мной, и я в списках себя не увидела, я поняла, что я тоже не поступаю. 3-й раз уже в один и тот же институт, а перед этим институт оканчивает мой будущий муж. Этот же институт. И получается, его уже ребята зовут в наш театр, в наш Серовский театр, его приглашают. И он соглашается. Отличник культуры и отличник молодежной политики Республики Саха-Якутия Евгений Гузман, а тогда только начинающий молодой режиссер, принимает приглашение в Серовский театр и начинает творить. Потом в феврале месяце ставит массовый такой большой спектакль Михаила Рощина «Эшелон», такой военный. Там была занята вся труппа, плюс набрали еще детей, театральных детей, брат мой там участвовал, где-то кастинг сделали еще, очень много было народу. И вот там, понимаешь, что вот я все влюбилась и все в этого человека, и не могу. Молодую и красивую девушку не мог не заметить и Евгений. Вскоре у них начинаются романтические отношения. Но целеустремленная девушка не перестает мечтать о профессии артистки. Заканчивается этот театральный сезон, и я еду поступать снова. У меня же все, цель есть, мне надо ее добиться. И в 2010, получается, году, да, я наконец-таки поступаю в театральный институт. Приезжаю, ура! Папа меня сразу же в актерский состав переводит, и все. И я уже все в основном составе. А Женя поехал, получается, там отпуск, а он поехал сюда, в Якутию, к родителям. Отсюда родом. Рассказывать, как у него вообще там дела в театре обстоят, там про меня, видать, немножко рассказал. И все, и он приезжает после отпуска, и мы с ним начинаем жить вместе. Любая романтическая история всегда заканчивается свадьбой. Вот и наши герои тоже решили пожениться. Играем бюджетную театральную свадьбу. Мы вот так решили. Мы написали в театре большое такое приглашение для всех. Решили, что будем играть в театре, то есть никакое кафе. Нам дали репетиционную комнату, у нас такая была репетиционная комната небольшая такая. Все было своими руками. Свадьба была веселая, громкая. И Женя принимает такой шаг, он говорит, все, собирайся, мы едем в Якутию, собираемся и едем. Все оставляю на Урале, там театр, маму, подруг, все, и мы едем. К Жене сюда, в Алдан, на родину. Мы устраиваемся оба в театр юного зрителя в Алдане. Мама у него, кстати, тоже же, получается, актриса. Была она сейчас на пенсии, а была актриса, она вот в театре юного зрителя. Свекровь Арины, отличник культуры Республики Саха-Якутия Маргарита Викторовна Соснина, радушно встретила свою невестку и сразу же стала знакомить ее с местным бытом, природой и культурой. Показывает Якутию, город, театр. И я еще такая удивилась, думаю, ничего себе, у вас такой маленький город и есть театр. И причем в своем здании. Для меня это вообще было просто шок. Вот, папа собирается чаще. У нас такого нету. То есть у нас нету театра на Урале, то есть у Серовской драмы нет своего здания, они в ДК. А здесь есть, и это вообще такой плюс был, я просто была в шоке. Вообще изначально я очень тяжело переживала, потому что меня увезли совершенно в незнакомый город. Я поехала как декабристка за мужем, я же не могла сказать, я вот с тобой буду разводиться, потому что я не хочу ехать. Это, согласитесь, глупо было бы. Я поехала, а что делать? Я же сказала в ЗАГСе и в горе, и в радости, и там до самой смерти, и все остальное. И мы когда вот в марте приехали, я помню, снега было вообще так много. То есть у нас на Урале там снег выпадает, больше щиколотки где-то, но выпадает все равно, сугробы есть. Но тут вот если вот грейдерами вот это все сгребешь, представляете, какие? Я такая еду,
А как говорю, а когда это все растает? Мне говорят, ой, ты что, у нас там асфальт в мае где-то появится только. В мае? Ты что, у нас зима 9 месяцев, 9 месяцев. То есть у меня все больше и больше становились глаза, когда они вообще сказали, ну ты не переживай, у нас вообще на 1 июня как бы снег иногда выпадает. Для меня это вообще было настолько необычно, странно, страшно, я не знаю, как это. Я помню, что я маме сижу и говорю, мама, тут зима 9 месяцев, ну... Конечно, поначалу было тяжело, а потом как бы, ну, ты привыкла уже. Мама сюда, естественно, приезжала, знакомилась вообще, вот, теперь я ей показывала, как меня в свое время привезли, показывали. Приехала мама, мы показывали маме, где мы работаем, где мы живем, природу, то есть мы ездили, там, в Томот ездили, показывали. Мама немножко, конечно, была в шоке, но сказала, хорошо, что есть театр. Это вообще большой плюс. То есть, если бы не было театра, она говорит, я бы не знаю, чем дочь здесь занималась, вот честно. Недавно в нашей коммунальной квартире драка произошла. Ну, не то чтобы драка, а целый бой. Дрались, конечно, от чистого сердца. Инвалиду Гаврилову вон последнюю башку чуть не оторвали. А главная причина? Народ уж очень нервный. А ну, конечно, после гражданской войны-то нервы завсегда у людей расшатываются. А приходит, например, одна жиличка. Ну, Марья Васильевна Щипцова на кухню в 9 часов вечера примус разжигать. Она, знаете, всегда приходит в это время примус разжигать, а еще чай пить и компрессы ставить. Так приходит она на кухню, ставит перед собой примус и разжигает. А он провалится, совсем и не разжигается. Так как я человек театральный и воспитывалась в театре, я знаю, что такое... Вот если мы пришли, да, в театр, то Женя не муж мне, он режиссер, он мой начальник, там, ну, даже так скажем, да, потому что актеры у режиссеров в подчинении, даже не у директора. И он никогда ко мне не относился, что типа вот это моя жена, и я, значит, не буду на нее кричать, не буду делать ей замечания и буду давать все главные роли. Такого не было никогда. У нас, по крайней мере, так. Ну, и я этому очень рада, что вот, чтобы не обижать других там, да, там девчонки же тоже актрисы есть, да, и вот чтобы их, ну, им не было обидно, то есть это, я считаю, что это очень мудро. Так. Что там в мире делается? Да подожди ты! Вот это гаджет. Чего? Гаджет. А можно я попробую? Конечно, милая. Мы с ним на работе, мы с ним коллеги. Я актриса, он режиссер. Дома мы семья, дома мы вот, как бы дома мы муж и жена. Конечно же, вскоре в творческой семье Гузман один за другим стали появляться дети. У каждого из них свои наклонности и интересы. Старший сын Марк, как все первенцы, основателен и серьезен. Растет таким мальчиком улыбчивым. Он, ну, сейчас он такой серьезный, отличник, любит рыбалку, в теннис настольный играет. Вот Лев пошел в творчество, он у нас занимается вокалом, активист в школе, настольным теннисом, они с Марком вместе ходят в одну секцию. Поскольку в семье появились дети, Арина вынуждена была взять в институте академический отпуск. Но так как он затянулся на несколько лет, студентку отчислили. Но мечта стать актрисой все еще была, и теперь ее уже ничто не могло остановить. Чтобы восстановиться, нужно же 5 лет. И вот я запрыгиваю в последний вагон. Женя мне говорит, собирайся, едь, восстанавливайся. Я еду в Екатеринбург, восстанавливаюсь в театральный институт. Езжу, далеко, конечно, но заодно к маме там заезжаю, мы с ней там проводим время. В общем, высшее образование, если посчитать, я, наверное, лет 10 получала.
Вот честно скажу вам, это долгий путь был у меня, очень долгий. Я очень рада, что я наконец-то все-таки собралась и получила его. Когда институт был наконец-таки окончен, у молодых родителей встал вопрос об еще одной заветной мечте. И Женя говорит, ну, теперь, наверное, надо девочку родить. Пойдем за девочкой. Я говорю, пойдем за девочкой. Мы идем за девочкой, а рождается мальчик. 3-й Семен рождается у нас. Так как мы творческие люди, мне кажется, мы очень много тратим энергии на работе, отдаемся на спектаклях, что дома у нас громкие дети, вот их 3, у нас как бы батарейка сразу так с мужем на нуле, а они, энерджайзеры, тут бегают, значит, у них там и прятки, и ляпки, и футбол они тут играют. Сегодня Арина Гузман воспитывает 3 замечательных сыновей, занимается любимым делом, к которому шла долгие годы. Театр — это и ее работа, и вся жизнь. Муж Евгений также верен своей профессии, правда, несколько сменил свой профиль и перешел на педагогику. Он сейчас, получается, у меня педагог в школе искусств в Нижнем Куранахе. У него еще, получается, в Куранахе, в ДК, театр-студия у него, то есть он там еще выпускает спектакли. Трудно найти универсальное средство для развития и воспитания ребенка, но оно все же есть. Это театр. Театр — особый мир, имеющий собственную душу. Приобщение к этому миру делает жизнь человека ярче и интереснее. С этим согласны и наша героиня, и ее дети, которые живут и в самом театре, и в его зазеркалье. Ведь там есть их родители, особенно мама. Красивая, добрая, сказочная. Она очень творческая, заботливая, любит нас, если что, иногда подскажет, где не так, с уроками помогает. Всегда нас куда-то возит там. Для меня мама — это самый любимый человек почти в семье. Она меня родила, воспитала. Для меня мама значит все. Когда мама приходила, у нас такие были, так было трогательно, я помню. Я все время ложилась к ней на колени, гладила, я говорю, мама, мне тебя жалко. Ну вот потому что мама все время работала, не была дома, там постоянно вот что-то, я ее все время говорю, мне так тебя жалко. Она говорит, ну почему, моя лапочка? Я говорю, я не знаю, мне жалко тебя. И вот маму я жалела, потому что вот, очень много работала, и не хватало ее, конечно, но времена были такие, надо было работать, а что делать? Мама всегда у меня такая, женщина достаточно строгая была, она нас строго воспитывала, потому что, допустим, до 18 лет я не ходила ни ночные дискотеки, ничего, я гуляла там, допустим, до 8 часов вечера, то есть там летом до 10, то есть мама вот как бы, потому что не было телефонов, понятно. Мама для меня, конечно, все равно пример, но она пример во всем, и в работе, то есть вообще я считаю, что вот я всегда смотрю на маму, и я у нее учусь в первую очередь. Моя мама как 7 цветов радуги, очень радостная, красивая, любимая, трудолюбивая, заботливая, всегда всем помогает. Вообще хороший человек. Она очень добрый человек. Но все равно мама это вот, все равно это теплота, это нежность, это все равно она всегда поддержит, выслушает, даже несмотря на расстояние. Вот я всегда ей говорю, мам, не важно расстояние, все равно мы же друг друга чувствуем, все равно любим. Поэтому мама это вот, это тепло, это забота. Вот у меня мама с этим ассоциируется. Конечно, она большой пример, большой, и мне кажется, каждая мама для своего ребенка, она
пример. Ну, у девочек, мне кажется, в большинстве случаев так и есть, потому что мама — это самое святое, что есть в нашей жизни. Если театр, как говорил Александр Герцен, это высшая инстанция для решения жизненных вопросов, то театральная мама, как подсказывает сама жизнь, это высшая степень удовольствия, ведь она великолепная актриса на сцене, замечательная жена дома и заботливая мама для своих деток. Все эти ипостаси присущи и нашей героине, и все благодаря природному таланту, театральным музам-покровительницам и, конечно, ангелам-хранителям. Ну а если вы не верите в ангелов, просто посмотрите в глаза своей мамы.